Подскажите, пожалуйста, мне зайти в Сбербанк? То есть у меня списание было? Видно, были попытки списания. Также была подана заявка на смену вашего финансового номера телефона. Подскажите номер, который оканчивается 0735. Вам знаком? 0735? Все верно. 0735, 0735. Да, это с Таджикистана мне звонят иногда. Да, это номер их. Я вам могу сказать этот номер полностью. Вы можете его записать, после проверить. Давайте проверим. Да, конечно, 8 913 177 07 35. Подскажите, знаком вам такой номер? Такой номер. Как-то посередине неправильно немножко идет. А так у меня есть такой номер. Там Не знаком. Хорошо. Хорошо, тогда я открепляю этот сторонний номер и оставляю ваш финансовый, который оканчивается 3454. Все верно? Какое списание было там? Сумма по семи операций составляет 800 рублей. На имя получателя Прохоров Анатолий Викторович. Прохоров. Ну давайте, что мне зайти в Сбербанк? Что посмотреть там, проверить, не проверить? Смотрите, сейчас проверьте, ваши карты нашего банка не утеряны, они при вас находятся? Да. Сам пластик? Сам пластик, да, передо мной. При вас. Хорошо, я исключаю в системе факт утери. Также в данный момент мне сейчас необходимо идентифицировать вас как клиента нашего банка. Это необходимо для того, чтобы убедиться, что вы не являетесь третьим лицом. Также отменить данные действия. Подскажите, у вас сейчас есть возможность ставить номер действующего договора со Сбербанком? А как мне найти его? Смотрите, вам вашу карту в банке выдавали в конверте? Ну, я даже Вот. просто я не пойму, вы что говорите, если честно. Я русский плохо понимаю чуть-чуть. Смотрите, вам должен был выдаваться договор к вашей карте со Сбербанком, когда вы получали самую первую карту в нашем банке. Ага. Договор, то есть мне Он не посмотреть... Сейчас мне договор посмотреть, что там написано? Все верно. Договор сейчас при вас находится, либо же нет? Сейчас поищу, сейчас. Подождите секунду. Смотрите, подождите. Если же сейчас договор находится не при вас, процесс идентификации возможно пройти еще по вашему серийному номеру карты. Любой из ваших активных в нашем банке, это не имеет значения. Это 16 символов с лицевой стороны вашей карты. Заранее вас предупреждаю, прочую информацию с другой стороны карты я у вас ни в коем случае не запрашиваю. Я на это права не имею. Подскажите, вам будет более удобно пройти процесс идентификации по номеру карты? То есть мне сейчас вам номер карты сказать? Все верно, только ваш номер пополнения карты, либо же номер договора, как вам будет более удобно. Так, сейчас номер карты, сейчас я вам скажу, сейчас секунду найду карту. Хорошо, ожидаю вас. Так, сейчас номер карты у меня. Так, 4276. Далее. 512. Сколько, извините? 512. Далее. 112. Далее. 03. Далее. 04. Далее. 05. Далее. 06. Подскажите, вы уверены, что это карта нашего банка? Ну, тут написано, что мне делать. До 0, Давайте еще. до 0,9, короче, вот так пишите 05, 06, 08, 09. И все. С другой стороны, вам нужен номер или нет? Нет, давайте еще раз. Подождите. 4276. Далее. Да. Еще раз. 512. Далее. 112. Далее. 01. Далее. 02. Далее. 03. Далее. 04. Далее. 05. Далее. 06, 07, 08, 09. Хорошо, секундочку. Ваша карта
не распознаются в реестре нашего банка. Подскажите, вы пользуетесь только одной активной картой в нашем банке? У меня их 3. И и Сбербанк, и еще один банк. Нет, именно в Сбербанке. Одна активная карта у вас? 3. Ваша карта не распознается в реестре нашего банка. Возможно, давайте выводите другую карту в нашем банке. Жаль. Девушка, скажите, пожалуйста, вот что за номер, который мне звоните вы? Такой номер у Сбербанка не бывает, если что. Наш номер телефона указан в вашем договоре в пункте 8, в которых мы имеем право связаться с Но у нашими меня, клиентами. Есть... извините, но у меня списания никакого не было. У меня все в порядке, у меня там страховка есть, которая оплачивает 3000 рублей. Подождите. Из-за того, что была подана заявка на смену вашего финансового номера телефона, все смс-уведомления поступали совершенно на другой номер телефона. Поэтому в срочном порядке связались с смена вами, чтобы номера узнать, у меня не можете было. написать данные У меня действия. смена номера не было на этом карте. У меня все в порядке. То есть там вообще-то деньги не бывает никогда у меня больше 5000 рублей. В месяц мне 5000 рублей поступает на эту карту и все. И сейчас там 10 рублей всего. Какое списание там было? Я же вам говорю, были попытки списания. Ну, попытки, если там деньги нет, как они могут списывать оттуда? Если деньги нету на карте. Доступ к вашему личному кабинету. Ага, ну ладно, давайте я лучше поеду в Сбербанк и там все уточняю, чем вот с вами болтать. Хорошо, я вас проинформирую. Если вы сейчас отказываетесь проходить процесс идентификации, в таком случае у вас будет возможность обратиться в ближайшее отделение Сбербанка в течение 15 минут. Хорошо, за 15 минут 2 раза дает до Сбербанка. Он прям рядом находится. Хорошо, ожидаем вас в отделении. Всего доброго, до свидания. Давай, не обманывайте. Как хорошо сделано, а? Мошенники. Идите в баню. Здравствуйте, Татьяна. Алло, здравствуйте, Татьяна. Пожалуйста, хотел бы уточнить, скажите, пожалуйста, вот номер, который мне прям вот минут 5 назад позвонил, вот +7 495 41 41 949. Это ваш номер или мошенники? Звонок по какой тематике? Прислали сотрудниками банка, что было предоставлено? Да, они сказали, что это от Сбербанка, у вас была попытка списания денег, короче, на этом карте 800 рублей. И как бы я ничего, никакие данные не давал, просто сказал, что у меня все в порядке, все нормально, и после этого хотел вам позвонить и уточнить. Хорошо, вас поняла. Васильевич, то есть вы никаких личных данных не передавали, никаких действий по трудовому не проводили? Нет, верно? вообще я ничего им не сказал, только они мне позвонили, я ни номер карты, ничего я им не передавал. Ну, чисто как издевательство, с ними я общался, никакой номер им не давал. Я поняла вас, но данный то есть звонок был совершенно вам от мошенников. То есть такие номера это все мошенники, правильно? Ну, в данной ситуации вам был звонок от мошенников. Все. Сейчас я вас соединю с голосовым помощником, который предоставит более подробную информацию, какие действия рекомендуется провести, если звонки будут повторяться. Прослушайте, пожалуйста. Я прощаюсь с вами. Всего доброго. Хорошо, спасибо. До свидания. Да, до свидания. Я тоже хочу поблагодарить вас. Вы все сделали абсолютно верно. Обратите внимание, что сотрудники банка могут звонить с разных номеров, в том числе с номера 900. Но при этом никогда не просят установить какие-либо приложения на ваше устройство, совершить какие-либо действия, не запрашивают пароли и коды из СМС. Прошу вас помочь нам найти и наказать мошенников. Составьте заявление на нашем сайте. Это займет пару минут.